Эшли Боканегро, 30-летняя молодая женщина, привыкла к жизни в режиме ночных смен, совмещая это с заботой о своем сыне. В то утро она получила сообщение от коллеги, который хотел с ней встретиться. На первый взгляд это была обычная просьба, ничего особенного, ведь подобных встреч у Эшли было немало. Она даже не догадывалась, что это приглашение приведет к череде событий, которые полностью перевернут ее жизнь. Спокойно шагая по знакомой дорожке к месту встречи, Эшли и представить не могла, что за кустами уже находятся те, кто все это подстроил. Все казалось привычным. Двор, короткое сообщение, знакомый маршрут. Но каждый ее шаг приближал к моменту, который изменит все. Обычная встреча обернулась смертельной ловушкой, а ее доверие превратилось в предательство. Эшли родилась 18 ноября 1991 года в Бронксе, одном из районов Нью-Йорка. Ее воспитанием занималась мать по имени Джессика. В семье была еще старшая сестра. Об отце Эшли известно мало, неясно, участвовал ли он в ее жизни. Семья жила скромно, но у них всегда было все необходимое. С юности Эшли была общительной и активной, следила за собой и любила макияж. Ее всегда привлекали эксперименты с внешностью, и это делало ее заметной среди ровесников. После школы она не сразу определилась, чем хочет заниматься, и начала работать в розничной торговле, параллельно размышляя о будущем, но не имея конкретных целей. В это время она познакомилась с Джулианом, молодым человеком, с которым вскоре у нее завязались серьезные отношения. Они много времени проводили вместе, и спустя какое-то время Эшли узнала, что ждет ребенка. Беременность не входила в их планы, но они решили оставить ребенка и стали жить вместе. В 2014 году у них родился сын. Его имя нигде не упоминается. Так родители решили сохранить его частную жизнь. Рождение ребенка изменило многое. Эшли целиком посвятила себя материнству, а Джулиан, несмотря на молодой возраст, участвовал в воспитании сына. Ситуация в Нью-Йорке со временем усложнялась. Цены на аренду и повседневные расходы росли. К началу 2015 года пара решила переехать. Они выбрали Атланту в штате Джорджия. Здесь жилье было дешевле, а сам город не так перегружен. К тому же он находился ближе к родственникам. Переезд стал для них шансом начать все сначала. В Атланте они нашли квартиру в жилом комплексе с охраной и видеонаблюдением. Это давало им ощущение безопасности и надежду на новую жизнь. Хотя со временем их отношения завершились, пара продолжала жить вместе ради сына. Они договорились не вмешиваться в личную жизнь друг друга, пока ребенок не вырастет. Эшли взяла на себя основную часть домашних забот и начала искать постоянную работу. Вскоре она устроилась в магазин товаров для дома. Ей предложили ночные смены. Это позволило ей быть дома с ребенком днем, а ночью работать. Такой график был непростым, но он давал ей возможность улучшить финансовое положение. Эшли стремилась к стабильности и хотела со временем стать полностью самостоятельной, при этом сохраняя мир в семье ради сына. С ночной работой Эшли постепенно свыклась. Смены проходили всегда в одном и том же составе, благодаря чему между коллегами быстро установились рабочие связи. Именно в этих условиях она познакомилась с Даниэлем Гонсалесом. Даниэль тоже работал в этом магазине, и его смены совпадали с ее. Изначально они общались исключительно по рабочим вопросам. Даниэль всегда старался помогать, брался за сложные задачи и не избегал нагрузок. Он был спокоен, доброжелателен и вежлив. Эшли никогда не чувствовала с его стороны давления, он просто всегда был рядом, когда ей требовалась помощь. Постепенно их общение стало более теплым. Сначала это были короткие разговоры в перерывах, которые со временем переросли в более обстоятельные беседы. Эшли не чувствовала, что кто-то на нее давит. С Даниэлем ей было спокойно. Он не лез с вопросами о личном, но проявлял внимание, интересовался, как у нее прошел день, предлагал помощь, даже когда она об этом не просила. Его участие выделяло его на фоне остальных. Со временем они стали общаться и за пределами работы, обменялись телефонами и начали переписываться. Сначала короткие сообщения, обсуждение мелочей, иногда планы встретиться перед сменой. В их общении не было открытого романтического подтекста. Это было скорее дружеское общение, которое обоим казалось естественным и легким. На тот момент Эшли ничего не знала о личной жизни Даниэля. Ни он сам, ни коллеги не говорили, что он живет с женщиной и детьми. Даниэль не упоминал, с кем делит дом, и никак не намекал на возможные проблемы. В общении он производил впечатление спокойного и уравновешенного человека, который ничего не скрывает.
Позже оказалось, что Эшли и Даниэль живут в одном жилом комплексе. Выяснилось это случайно, когда они обсуждали, где именно находятся их квартиры. Они оба жили в пределах одного охраняемого района, и это облегчило их общение. Теперь они пересекались не только ночью на работе, но и днем. Иногда Даниэль помогал Эшли с пакетами, встречал ее на парковке и провожал до подъезда. Эшли воспринимала это как обычную помощь со стороны надежного коллеги. Для нее это казалось удобным и приятным. На тот момент она даже не предполагала, что у него есть собственная семья. Даниэлю было 27 лет, он официально не состоял в браке, но у него были долгие отношения с Антонеттой Стивенс, женщиной его возраста. Они знали друг друга с детства, и их семьи поддерживали тесный контакт. Они начали встречаться еще подростками и к моменту событий уже более 10 лет жили вместе. В этом союзе родились 2 сына, одному 9 лет, другому 6. С виду их семья казалась стабильной, но внутри все было далеко не так просто. Отношения между Даниэлем и Антонеттой стали напряженными. Зачастую причиной ссор были вопросы, связанные с бытом, но конфликты нередко выходили за рамки мелких недопониманий. По словам тех, кто их знал, Антонетта отличалась импульсивным характером. Она могла быстро выйти из себя и устроить скандал из-за мелочей. Такое поведение было привычным и бросалось в глаза не только Даниэлю, но и окружающим. Свою личную жизнь Даниэль не обсуждал с коллегами и знакомыми вне дома, подробности знали лишь близкие. Однако постоянное напряжение с Антонеттой постепенно влияло на атмосферу в доме. Их отношения свелись к решению бытовых вопросов: воспитание детей, оплата жилья, распределение обязанностей. Внешне они продолжали жить как пара, но эмоциональная близость между ними угасала. Примерно в это же время к ним переехала младшая сестра Даниэля, Жанин, которой было 17 лет. Поводом для ее переезда стала потребность сменить обстановку и разобраться с будущими планами. Она бросила школу и еще не определилась, чем хочет заниматься. Родные надеялись, что проживание с братом и его гражданской супругой поможет ей определиться и найти работу. Жанин быстро нашла общий язык с Антонеттой. Они были знакомы с детства, считали себя скорее сестрами, чем просто родственницами. Даниэль с сестрой общался не так тесно. Большую часть времени она проводила с Антонеттой и детьми. Присутствие Жанин не помогло снизить напряжение в доме. Напротив, она все чаще становилась свидетельницей ссор и с течением времени начала принимать в них участие. Ее позиция была на стороне Антонетты. По словам знакомых, Жанин не скрывала своего мнения. Она считала, что именно Даниэль виноват во всех проблемах. Со временем это привело к тому, что в доме сформировалась устойчивая позиция против него. Когда Даниэль начал общаться с Эшли, он уже жил в условиях, где чувствовал себя отстраненным. Его партнерша была раздражительной, дети требовали постоянного внимания, а сестра фактически поддерживала Антонетту. В таких условиях Даниэль все чаще стремился оставаться подальше вне дома. Он проводил время на работе, задерживался в перерывах. Постепенно это стало для него способом отвлечься от проблем в семье. Хотя он тогда еще не думал о каких-то переменах, эти обстоятельства постепенно толкали его к новым решениям. Через несколько недель после того, как Эшли и Даниэль начали общаться в магазине, они стали встречаться чаще и вне работы. Их разговоры уже не ограничивались только рабочими темами. Они обсуждали усталость, быт, воспитание детей. Эшли рассказывала о своем сыне, о том, как живет с Джулианом, и о своих планах съехать в отдельное жилье. Даниэль слушал внимательно, не перебивая и подчеркивая схожесть их ситуаций. О своей семье и о том, что он живет с Антонеттой и детьми, он не говорил. Общение с Эшли постепенно становилось все более тесным. Они встречались перед началом смены, иногда разговаривали у подъезда. Со временем Даниэль начал задерживаться у нее подольше, мог прийти вечером, помочь с ужином и побыть рядом, пока ребенок смотрел телевизор. Все это развивалось постепенно, без резких перемен. Эшли не задавала лишних вопросов, а у Даниэля не было поводов говорить о своей жизни. Ни Джулиан, ни коллеги Эшли не вмешивались в эти встречи. Она чувствовала себя свободной, и со стороны все выглядело безобидно. В то же время в квартире Даниэля начинались перемены. Антонетта и Жанин становились все более внимательными к тому, как он проводит время. Его частые задержки не оставались незамеченными.
Жанин, которая постоянно находилась дома, обратила внимание, что брат выходит, не говоря, куда именно направляется, и возвращается позже, чем обычно. Она не знала, куда он ходит, но фиксировала эти моменты и делилась ими с Антонеттой. Подозрения росли. Сначала Антонетта не предпринимала действий, но со временем ее беспокойство усилилось. В какой-то момент Жанин стала замечать, что Даниэль часто общается с одной и той же девушкой у парковки жилого комплекса. Она тогда еще не знала, что это Эшли, но ее лицо ей запомнилось. Жанин видела, как они разговаривают и проводят вместе время, хоть и без откровенных жестов или объятий. Выводов она не делала, но наблюдала все более внимательно. Пока для Эшли эти встречи были обычными, в квартире Даниэля назревала напряженность. Антонетта уже не ограничивалась вопросами. Она начала проверять его телефон и внимательно следить за его поведением. Ее уверенность в том, что он что-то скрывает, только росла. С этого момента доверие между ними начало рушиться. Летом 2022 года Даниэль, Антонетта, их дети и Жанин отправились во Флориду на свадьбу матери Антонетты. Поездка планировалась как неделя отдыха, включая долгую дорогу на автомобиле и проживание у родственников. Но, несмотря на праздничный повод, между Даниэлем и Антонеттой с первых дней поездки сохранялась напряженность. Ссоры начинались еще в пути. Кто-то не так распланировал день, кто-то устал, а кто-то просто раздражался. Когда они приехали, ситуация не улучшилась. Почти каждый день проходил в спорах, и родственники Антонетты замечали, что отношения пары становятся все более напряженными. К середине недели напряженность достигла пика. Ссоры возникали даже по мелочам, а общение становилось все более раздраженным. Даниэль часто молчал, уходил в себя, больше времени проводил с телефоном или вне дома. Антонетта все это видела, и хотя старалась не показывать эмоции, не всегда могла сдерживаться. В один из вечеров после свадебной церемонии, когда большинство гостей уже отдыхали, произошел разговор, который повлиял на дальнейшее развитие событий. Даниэль, уставший и немного выпивший, разговаривал с Жанин во дворе. Он сказал, что устал от отношений с Антонеттой и не видит их будущего, а потом признался, что у него появилась другая женщина. Он не назвал ее имени, но дал понять, что это его коллега. Жанин слушала внимательно, хотя открыто не высказывала своего мнения. Этот разговор стал поворотным моментом. Жанин, которая больше была привязана к Антонетте, чем к брату, сразу рассказала ей все, что услышала. Она прямо сказала, что Даниэль признался в романе с другой женщиной. Антонетта неожиданно спокойно отреагировала. Вместо того, чтобы сразу устраивать ссору, она решила сначала выяснить, кто именно эта девушка. Она решила, что не будет спешить, и предложила Жанин наблюдать за поведением Даниэля, чтобы подтвердить подозрения. Жанин согласилась поддержать ее. Они решили, что начнут действовать только после возвращения в Атланту. Антонетта внешне вела себя сдержанно и сохраняла видимость спокойствия. В оставшиеся дни поездки они не выясняли отношения с Даниэлем, но за этим внешним спокойствием скрывались планы. Антонетта твердо решила узнать, кто эта женщина. Когда семья вернулась из поездки, в квартире Даниэля атмосфера стала заметно напряженной. Хотя Антонетта и Жанин больше не говорили напрямую о признании, они начали внимательно следить за каждым шагом Даниэля. Они не задавали ему прямых вопросов, но наблюдали за тем, куда он уходит, как себя ведет и с кем встречается. Так как Антонетта и Жанин не работали, они большую часть времени проводили дома. Это позволяло им постоянно следить за действиями Даниэля. Жанин запоминала, во сколько он выходит из дома, с кем пересекается возле подъезда, как он выглядит, когда возвращается. Они также проверяли его телефон, если он оставлял его без пароля. Через несколько дней после возвращения Жанин рассказала Антонетте, что видела Даниэля вместе с девушкой после смены. Они стояли рядом, разговаривали и курили. Хотя поведение не выглядело откровенно романтичным, между ними чувствовалась непринужденность и уверенность. Жанин запомнила внешность девушки. Антонетта, услышав описание, сразу подумала, что это Эшли, соседка, которую она иногда видела с ребенком во дворе. После этого Антонетта и Жанин перешли к активным действиям. Антонетта предложила воспользоваться телефоном Даниэля, когда он будет спать, чтобы написать Эшли от его имени. Жанин поддержала этот план. Они решили, что так смогут организовать встречу с Эшли и лично с ней разобраться.
Утром Даниэль вернулся с ночной смены и, как обычно, лег спать. После короткого разговора с Антонеттой он ушел в спальню. Когда он заснул, Антонетта взяла его телефон и вместе с Жанин начала читать переписку. Это не заняло много времени. В переписке с Эшли они нашли личные сообщения. В них были намеки на встречи и откровенные фразы, которые ясно показывали, что у них были отношения. Этого оказалось достаточно, чтобы перейти ко второму шагу. Антонетта написала Эшли сообщение от имени Даниэля, в котором сказала, что он якобы поругался с Антонеттой и был выгнан из дома, поэтому хочет увидеться. Эшли ответила быстро, уточнила, где он и может ли она его найти. Их общение выглядело так, будто это обычный разговор двух людей, которые находятся в близких отношениях. Эшли не подозревала, что пишет не Даниэлю. Антонетта писала спокойно, без резких слов, чтобы не вызывать у Эшли сомнений. После нескольких сообщений она предложила встретиться на территории жилого комплекса, на небольшой зеленой площадке между домами. Эшли согласилась. Когда встреча была назначена, Антонетта и Жанин начали готовиться. Они взяли телефон Жанин, чтобы записать происходящее на видео. У них не было оружия. План состоял в том, чтобы вывести Эшли из дома, встретить ее неожиданно и устроить с ней открытый конфликт. Основной целью было не поговорить, а применить силу. Место выбрали так, чтобы не привлекать лишнего внимания. Зона находилась в стороне от главных входов, а камеры наблюдения в этом месте не охватывали все пространство. Это позволяло им надеяться, что никто не увидит происходящее, хотя они оставались на территории комплекса. Даниэль в это время спал и не знал, что с его телефона идет переписка, которая приведет к серьезным последствиям. Рано утром Антонетта и Жанин вышли из квартиры, оставив Даниэля и детей дома. Они спрятались за кустами у пешеходной дорожки, в полутени, чуть в стороне от подъездов. Видимость была ограниченной, но прохожие могли их заметить. Они ждали. Когда пришло сообщение от Эшли, что она уже на улице, Антонетта еще раз сказала Жанин, чтобы та не выключала запись. Через несколько минут Эшли появилась. Она шла спокойно, ничто не выдавало у нее подозрений. Она искала глазами Даниэля. В этот момент из-за кустов вышли Антонетта и Жанин. Антонетта громко сказала Эшли, что она переписывалась не с Даниэлем. Не дожидаясь ответа, она сразу же ударила ее. Эшли не могла защититься, она пыталась закрывать лицо руками, просила остановиться, но удары продолжались. Антонетта сбила ее с ног, повалила на асфальт и начала бить руками и ногами. Она даже схватила Эшли за волосы и ударила ее головой об землю. Жанин в это время снимала все на видео. Она не вмешивалась, но поддерживала Антонетту словами, подбадривала ее и требовала действовать решительнее. В какой-то момент она подошла ближе и сняла лицо Эшли крупным планом. Эшли умоляла их остановиться, плакала, но Антонетта не прекращала. Она продолжала обвинять Эшли и угрожать ей, утверждая, что все это делается по желанию Даниэля. Она даже посмотрела в камеру и сказала Жанин, чтобы та продолжала снимать. Мимо проезжали машины, но никто не остановился. Лишь одна машина притормозила, но тут же уехала дальше. В конце концов, Антонетта сказала Жанин, чтобы та тоже ударила Эшли. Жанин подошла и несколько раз пнула ее ногой. После этого они ушли, забрав телефон Эшли, и продолжили съемку до самого выхода с площадки. Эшли осталась лежать на асфальте. Ее лицо и тело были в ссадинах и синяках. Она была в сознании, но долго не могла встать. Потом, медленно поднявшись, она пошла к дому, шатаясь и держась за живот и грудь. Камеры в жилом комплексе зафиксировали, как она возвращалась. Она шла с трудом, лицо было повреждено, дыхание тяжелое. Дойдя до квартиры, она вышла на балкон и некоторое время стояла там, опираясь на перила. В этот момент домой возвращался Джулиан после утренней пробежки. Зайдя в квартиру, он сразу увидел, в каком состоянии Эшли. Ее лицо было опухшим, губы разбиты, движения замедлены. На одежде были пятна грязи и следы крови. Он начал спрашивать, что произошло. Эшли не захотела рассказывать подробности, она только сказала, что ее избили две женщины, которых она не знала. Имен она не называла и причин не объясняла. Возможно, из-за страха или потому, что находилась в состоянии шока. Джулиан сразу понял, что ситуация серьезная. Он усадил Эшли и предложил ей воды, но ей становилось только хуже. Ей было трудно дышать. Она жаловалась на боль в боку и голове. Любое движение вызывало резкую боль. Через несколько минут Джулиан отвез ее в ближайшую больницу.
там, в приемном покое, врачи осмотрели Эшли и приняли решение перевести ее в отделение интенсивной терапии. Состояние оценили как крайне тяжелое. У нее было много ушибов, перелома ребер и подозрения на повреждения внутренних органов. Врачи также зафиксировали травмы головы. Через несколько часов после нападения в жилой комплекс приехали сотрудники полиции. Поводом стал звонок от свидетелей, которые проезжали мимо и видели драку. Офицеры пришли к квартире, где жили Антонетта, Даниэль, дети и Жанин. В это время Даниэля дома не было. Дверь открыла Антонетта. Она спокойно разговаривала с полицейскими и не выглядела встревоженной. Она рассказала, что утром к ним подошла девушка, которая якобы устроила скандал и начала нападать. Антонетта утверждала, что не знала эту девушку и что та сама пришла и спровоцировала конфликт. На тот момент у полицейских не было оснований для задержания. От Эшли не поступало никаких заявлений. Личность пострадавшей они еще не установили. Антонетта предоставила им версию, которая выглядела последовательной, хотя не соответствовала правде. Врачи, которые осматривали Эшли, уже передали информацию в полицию о ее тяжелом состоянии. Но в момент визита офицеров эта информация не была связана с конфликтом у дома Антонетты. Полицейские покинули квартиру, не составив протокол и не изъяв улики. Они лишь записали устное объяснение. Этот пропуск привел к тому, что улики остались нетронутыми. Тогда Антонетта и Жанин еще не знали, что вскоре станут подозреваемыми в уголовном деле. Тем временем состояние Эшли только ухудшалось. Поскольку у больницы не было возможности для экстренных нейрохирургических и абдоминальных операций, врачи приняли решение срочно перевести Эшли в специализированный госпиталь. Ее доставили вертолетом в клинику, находящуюся в другом районе штата. Там ее уже ожидала команда врачей, реаниматологов и хирургов. По прибытии ее сразу же отвезли в операционную. Врачи пытались остановить внутреннее кровотечение и стабилизировать давление, но повреждения были слишком серьезными. У нее была частично разорвана печень, наблюдалось массивное кровоизлияние в живот. Во время операции стало ясно, что травма несовместима с жизнью. Спустя час после поступления, несмотря на все усилия врачей, у Эшли остановилось сердце. Врачи пытались восстановить сердцебиение в течение получаса, но безуспешно. Параллельно с этими событиями в полицию поступило уведомление из больницы, что к ним доставили пациентку с признаками насильственного нападения. Эта информация уже передавалась во время ее транспортировки, но из-за несогласованности не была сразу связана с ранее зафиксированным вызовом в жилой комплекс. Смерть Эшли изменила правовую оценку произошедшего. Сообщение из больницы поступило в полицию с указанием, что она скончалась. Дежурные офицеры сверили данные с сообщением о драке, зарегистрированном ранее, и сразу поняли, что речь идет об одном и том же случае. Данные о погибшей совпали с именем, зафиксированным в медицинской документации и в базе жильцов комплекса. Руководство полиции приняло решение отправить наряд в квартиру Антонетты повторно. Теперь происшествие рассматривалось уже не как бытовой конфликт, а как подозрение в умышленном преступлении. Началась фаза полноценного расследования. Полиция запросила медицинские заключения, чтобы подтвердить характер травм. Первичные данные показали, что травмы не могли появиться в результате случайной ссоры. По характеру травм было понятно, что это было избиение с множеством ударов по жизненно важным органам. Следов ответных ударов у Эшли не было. Это означало, что она, скорее всего, не сопротивлялась и не могла себя защитить. На основании заключений врачей и первых протоколов судебно-медицинской экспертизы, а также записей с камер в комплексе, было открыто уголовное дело. После того, как полиция получила подтверждение о смерти Эшли, в жилой комплекс снова приехали офицеры. Антонетту и Жанин задержали и доставили в участок. Их разделили и начали допрос. Антонетта отвечала на вопросы спокойно, но почти ничего не говорила. Она избегала зрительного контакта, говорила коротко и утверждала, что Эшли пришла к ней домой, спровоцировала ссору и первой начала драку. Она не упоминала переписку с Эшли и то, что сама назначила встречу. Антонетта настаивала на том, что действовала в порядке самообороны. Когда следователи стали указывать на несоответствие ее слов с данными больницы, она не реагировала. Через несколько вопросов она отказалась говорить без адвоката.
А вот Жанин вела себя по-другому. Она была уверенной и раскованной, почти сразу начала рассказывать, что происходило. Она не проявляла беспокойства, улыбалась и отпускала шутки. Ее рассказ был похож на беседу, а не на допрос. Следователи решили не вмешиваться и не прерывали ее. Это дало результат. Жанин рассказала все подробно, как Даниэль признался ей в романе, как она сразу сообщила Антонетте, как они придумали план переписки с Эшли и договорились о встрече. Она спокойно говорила о том, кто предложил снимать все на видео и как они с Антонеттой прятались, пока Эшли шла к месту встречи. Жанин также рассказала, что сама участвовала в избиении. Она признала, что несколько раз ударила Эшли, потому что Антонетта предложила ей помочь. Она несколько раз подчеркнула, что воспринимала это как интересный момент и не думала о последствиях. Эти признания сразу записали в протокол. Это стало основанием для получения ордера на обыск. С этого момента следователи уже точно знали, что Антонетта и Жанин заманили Эшли специально, чтобы ее избить. Отсутствие раскаяния у Жанин и ее спокойный тон усилили подозрение, что все это было заранее продуманной акцией. После завершения допросов следователи оформили ордер на проведение обыска, изъяли телефоны всех участников, включая устройство Жанин. В ее телефоне действительно нашли полное видео нападения. Этот материал подтвердил, что Эшли не оказывала никакого сопротивления, а удары наносились целенаправленно и последовательно. На записи слышны насмешки, угрозы и высказывания, которые указывали на то, что действия были заранее обдуманными. В телефоне Даниэля обнаружили переписку, через которую Антонетта договорилась о встрече, выдавая себя за него. Это стало прямым доказательством того, что Эшли заманили обманом. На основании этих материалов было принято решение арестовать Антонетту и Жанин по обвинению в убийстве и грабеже. Оба ареста проходили в рамках расследования уголовного дела. Подозреваемым разъяснили их права и сообщили, насколько серьезные обвинения им предъявлены. При этом снова было заметно, что они реагируют по-разному. Антонетта хранила молчание, а Жанин вела себя вызывающе. Оба ареста прошли спокойно и без сопротивления, но под контролем сотрудников, которые следили за порядком. Даниэль узнал обо всем уже позже. В момент ареста он находился на работе. Полицейские пришли в магазин, где он работал, и сообщили ему о смерти Эшли и задержании Антонетты и Жанин. Реакция Даниэля была очень тяжелой. Он не знал о планах Антонетты, не подозревал, что от его имени шла переписка, и не мог представить, что все закончится гибелью Эшли. После этого Даниэля вызвали для дачи официальных показаний. Он подтвердил, что Эшли никогда никому не угрожала, а их отношения не были тайной. Он также рассказал, что не давал свой телефон никому и не знал, что через него организовали встречу. Его слова совпадали с тем, что уже удалось собрать следователям, поэтому у полиции не было оснований подозревать Даниэля в соучастии. Даниэль заявил, что готов помогать следствию. Полиция рассматривала возможность того, что он будет выступать в суде в качестве свидетеля, поскольку именно его имя использовали, чтобы заманить Эшли, хотя он об этом не знал. В результате судебного разбирательства Антонетта и Жанин были признаны виновными в убийстве и грабеже. Каждый назначили наказание – 20 лет лишения свободы. Жанин на момент преступления была несовершеннолетней, ей было 17. Однако суд решил рассматривать ее дело как дело взрослого. Если Жанин не нарушит режим отбывания наказания, она сможет выйти на свободу примерно в 37 лет. Последствия этой трагедии оказались очень тяжелыми. Сын Эшли остался без матери. Его опекуном стал отец, Джулиан. Хотя Джулиан и Эшли давно уже не были парой, он всегда активно участвовал в жизни сына. Теперь он полностью взял на себя ответственность за его воспитание и старается дать ему ощущение безопасности и стабильности, несмотря на тяжелую утрату. У Антонетты и Даниэля осталось 2 детей. После ареста матери, а также после того, как Даниэля признали невиновным, он продолжил заботиться о сыновьях сам. Несмотря на все, что произошло, и на шок от смерти Эшли, он не отказался от ответственности перед своими детьми. В итоге трагедия затронула обе семьи. Сын Эшли потерял мать, а 2 детей Антонетты и Даниэля остались без нее. Все началось с недоверия и ревности, а закончилось смертью, лишением свободы и тяжелым испытанием для детей, которые не имели к этому отношения. Эти события будут всегда оставаться частью их жизни, даже если они никогда не участвовали в них напрямую.
Спасибо за просмотр. Если вам понравилась моя работа, подписывайтесь на канал, а также рекомендую посмотреть и другие, не менее шокирующие истории. Кликайте прямо сейчас. До скорых встреч!